Металл заскрежетал о камни с оглушительным визгом, и в следующую секунду мой мир перевернулся. В самом прямом смысле. Секунду назад под колесами моего старенького КамАЗа был предательски обледеневший асфальт Уральского перевала. А теперь лишь черная ревущая пустота. Кабину швырнуло, провернуло, и время растянулось в густую вязкую патоку. Я видел, как в замедленной съемке разлетается на тысячи осколков лобовое стекло, как моя любимая иконка Николая Чудотворца срывается с панели и исчезает во мраке. Мое тело, превратившееся в тряпичную куклу, с силой впечатало в водительскую дверь, потом швырнуло на руль. Удар. И еще один. И оглушительная, всепоглощающая тишина, нарушаемая лишь тихим шипением откуда-то из-под капота и свистом ветра в разбитом окне. Я очнулся от резкого запаха солярки и острой, пульсирующей боли в груди. Во рту был соленый привкус крови. Я попытался пошевелиться, но левая нога была намертво зажата искореженным металлом, а грудь пронзила такая боль, что я едва не потерял сознание снова. Сквозь пролом в лобовом стекле в кабину задувало мелкий колючий снег. Мой кормилец, мой верный товарищ, лежал на боку в глубоком кювете, уткнувшись носом в сугроб у подножия вековых сосен. Конец. Говорят, в такие моменты перед глазами проносится вся жизнь. Не знаю, как у других, а у меня она не пронеслась. Она медленно, кадр за кадром, поплыла в сознании, пока я лежал, замерзая в этой груди металла. Меня зовут Анатолий Степанов. Для своих просто Толя. Мне 53 года, и из них больше 30 я смотрю на мир через лобовое стекло. Миллионы километров позади, сотни городов, тысячи бессонных ночей. Я дальнобойщик. И это не просто работа, это диагноз. Такой же неотвратимый, как смена времен года за окном кабины. Мой настоящий дом — это кабина, пропахшая соляркой, крепким чаем и дорожной пылью. Здесь все на своих местах. Старенькая иконка Николая Чудотворца, приклеенная на двусторонний скотч панели, выцветшая фотография жены и сына студента, засунутая за солнцезащитный козырек, и верная рация, хрипящая голосами таких же бродяг, как я. Мой КамАЗ, я зову его кормилец, старый, побитый жизнью, но ни разу не предавший. Он ворчит, скрипит, кашляет черным дымом на подъемах, натянет свою лямку, как и я. Вся моя жизнь — это дорога. Бесконечная серая лента, на которую, как бусины, нанизаны города. Самара, Уфа, Омск, Новосибирск. Я видел рассветы над Волгой и закаты над Иртышом. Я знаю, где самый вкусный шашлык под Казанью и где лучше не останавливаться на ночлег в глухих лесах Пермского края. Дорога — мой мир. Понятный, честный. Здесь все просто. Ты либо едешь, либо стоишь. Либо ты, либо тебя. А дома меня ждет Валя, моя Валентина. Она — мой якорь, моя тихая гавань и моя главная головная боль. Сколько я себя помню, столько она за меня переживает. Каждая моя поездка для нее как на войну. Провожает, крестит в спину, а потом обрывает телефон. «Толя, ты поел? Толя, ты не гони.
«Толя, отдохни, не езди ночью». Иногда я отключал телефон, чтобы просто побыть в тишине, наедине с дорогой и своими мыслями. Она обижалась, а потом прощала. И все начиналось сначала. Она — единственная нить, которая все еще связывала меня с той, другой, оседлой жизнью. Есть у нас и сын, Кирилл, уже совсем взрослый, 22 года. Я иногда смотрю на него, когда бываю дома, и с горечью понимаю, что почти не заметил, как он вырос. Я уезжал, он был мальчишкой, игравшим в машинки. Возвращался, а он уже бреется и смотрит на меня немного отстраненно, как на вечного гостя. Между нами всегда была эта невидимая стена, построенная из 1000 километров моих дорог. Он живет в своем мире смартфонов, компьютеров, каких-то непонятных мне слов, а я живу в своем, в мире тахографов, накладных и запаха сжженной резины. Я люблю его больше жизни, но, кажется, так и не научился с ним разговаривать. Каждая моя попытка заканчивалась неловким молчанием. Вот такой была моя жизнь до недавнего времени. Крутилась, как колесо моего КамАЗа. Рейс, короткая передышка дома и снова в рейс. Я привык. Привык к одиночеству, в придорожном столовом, коротким ночевкам на стоянках и думал, что так будет всегда. Пока в эту размеренную, накатанную колею не вмешался он. Кашель. Сначала я не обращал на него внимания. Ну, кашель и кашель. Рабочие. Пыль, солярка, сигареты. Пачка в день, а то и больше, когда нервы на пределе. Все шоферы так. Но он не проходил. Он становился глубже, злее. Он будил меня по ночам, раздирая грудь изнутри. Валя слушала этот мой лающий кашель, и с каждым днем мрачнело все больше. «Толя, ты кашляешь, как туберкулезник», — начинала она каждое утро. «Ты слышишь себя? Все легкие выплюнешь. Сходи к врачу». «Валя, пройдет», — отмахивался я. «Заварю багульник». Но она была настойчива. Ее тревога превратилась в ультиматум. И я сдался. Поликлиника встретила меня запахом хлорки и безнадежности, очереди, уставшие лица. Я чувствовал себя здесь чужим. Молодой врач с безразличным взглядом, холодная слушалка, стандартные вопросы про курение и быстрый, как приговор, росчерк на бланке направления на рентген. Еще полчаса в очереди. Команда «вдохнуть», «не дышать», щелчок. А потом снова кабинет терапевта. Он вертел в руках мой снимок, поднеся его к лампе. Его лицо ничего не выражало, и эта маска равнодушия пугала больше, чем любая гримаса. «Вам нужно к онкологу, Анатолий», — сказал он, и мир для меня раскололся. «У вас тут затемнение в правом легком. Пятно нехорошее. Скорее всего, это онкология». Онкология, рак. Слово, которое я слышал только в кино или в новостях. Оно никак не вязалось со мной, с моей жизнью, с моим КамАЗом. Но врач смотрел на меня с отстраненной жалостью, и я понял, это не ошибка. Это происходит со мной. Я вышел из поликлиники как в тумане. Ноги были ватными. Шок сменился яростью, а потом ледяным всепоглощающим страхом. Что теперь? Больницы, уколы, химия. Лежать дома слабым, беспомощным. Ловить на себе испуганные взгляды Вали? Нет, это не для меня. Что я почувствовал тогда? Страх? Да. Но сильнее страха была ярость. Несправедливость. Почему я?
Я, который всю жизнь пахал как вол, который не видел ни отпусков, ни праздников, который растил сына, крутя баранку по всей стране от Бреста до Владивостока. За что? И тогда, на той лавочке у входа в поликлинику, в моей голове созрел план. План побега. Не от смерти. От нее не убежишь. Сбежать от жалости, от больничных коридоров, от роли умирающего. Просто сесть за руль и ехать. Ехать, пока едется. Уйти так, как и жил. Я не смог пойти домой. Не смог посмотреть в глаза жене и увидеть в них смесь ужаса и жалости. Вместо этого я поехал на автобазу. В моей голове созрел план. План побега. Не от смерти. От нее не убежишь. От унизительного угасания на больничной койке. От сочувственных взглядов. От роли беспомощного больного. Я решил уйти так, как жил, в дороге. «Палыч, дай самый дальний рейс», — бросил я логисту, «чтоб на край света». Так в моих руках оказались документы на срочный груз в Иркутск. Почти 5000 километров в одну сторону. Идеально. Дома я соврал. Соврал жене, что врач нашел лишь хронический бронхит. Соврал про выгодный рейс, от которого нельзя отказаться. Валя плакала, умоляла, кричала, что не пустит, но я уже ничего не слышал. Я был уже там, на трассе, один на один со своей судьбой. Я уехал рано утром, не прощаясь, и вот я здесь. Лежу в разбитой кабине посреди Уральских гор за 1000 километров от дома. Снег, летевший в разбитое стекло, таял на моей щеке, смешиваясь с кровью. Холод пробирал до костей. Боль в груди становилась невыносимой. Я понимал, что это конец. Настоящий конец. И, как ни странно, я был спокоен. Я принял это. Лучше так, быстро, в бою, на своем рабочем месте, чем медленно и мучительно в белой палате. Я закрыл глаза и горько беззвучно усмехнулся. Ирония была в том, что рак не успел. «Прощай, Валюша», — прошептали мои губы. «Прости». Я закрыл глаза, готовясь к тому, что больше их не открою. Темнота сгущалась, превращаясь в тяжелое бархатное одеяло, которое укрывало меня от боли и страха. И тогда, в самой гуще отчаяния, на краю зрения я увидел его. Слабый, качающийся огонек, пробивающийся сквозь метель, словно одинокая свеча в непроглядной тьме. Огонек приближался. Сначала я подумал, что это галлюцинация, предсмертный бред. Огоньки, которые, как говорят, видишь перед тем, как уйти в тоннель. Но этот огонек был настоящим. Он не плыл, не мерцал. Он упрямо качался в такт чьим-то шагам, приближаясь ко мне сквозь снежную круговерть. Сначала это было просто светлое пятно. Потом оно обрело форму. Старая керосиновая лампа, летучая мышь, какую я не видел с детства, со времен дедовского сарая. Свет от нее был живой, теплый. Он выхватывал из темноты кружащиеся снежинки и сугробы. А потом я увидел того, кто нес эту лампу. Из метели вынырнула темная фигура. Это был старик. Худощавый, невысокого роста, в старом овчинном тулупе, подпоясанном веревкой, в валенках и ушанке, с которой он то и дело стряхивал налипший снег.
Он подошел к искореженному КамАЗу и поднял лампу повыше, заглядывая в разбитое окно. Свет упал на его лицо, и я смог разглядеть его получше. Обветренное до красна, изрезанное глубокими морщинами, как кора старого дерева. Густая седая борода, вся в инее. А глаза у него были светлые, почти прозрачные, и смотрели они с такой спокойной, несуетливой серьезностью, что мне на миг стало не по себе. «Живой? Ай, нет!» Донесся до меня его голос, хриплый, но сильный. Я попытался ответить, но из горла вырвался лишь стон. Старик перекрестился широким размашистым жестом. «Слава тебе, Господи! Живой!» — выдохнул он, и облачко пара растаяло в морозном воздухе. «Ну, держись, мужик, будем тебя отсюда вызволять». Он поставил лампу на снег, и она тут же создала вокруг себя маленький островок уюта и надежды. Обойдя грузовик, он попробовал дернуть мою дверь. Бесполезно. Металл заклинило намертво. «Эх, заживало-то как!» — пробормотал он. «И соляркой тянет. Не ровен час полыхнет». Он вернулся к кабине и заглянул внутрь. «Ермолаем меня кличут», — сказал он просто, будто мы с ним на заваленке встретились. «Ты, мил человек, потерпи сейчас. Немного пошумлю». С этими словами он снял с плеча топор, который висел у него за спиной, и с силой всадил обух в щель между дверью и рамой. Затем достал из-за пояса небольшой лом и начал работать им, как рычагом. Я лежал, стиснув зубы от боли, и слушал этот противный скрежет металла. Он кряхтел, упирался, сопел, но не отступал. В его некрупном, сухоньком теле жила какая-то недюжинная крестьянская сила. «Терпи, мужик, терпи», — приговаривал он, и эти слова, как ни странно, успокаивали. Наконец, с оглушительным треском замок поддался, и дверь со стоном отворилась. В кабину ворвался порыв ледяного ветра. Ермолай просунулся внутрь. «Так, ремнем пристегнут, молодец. Сейчас мы его...» Он вытащил из кармана тулупа большой складной нож и одним движением перерезал ремень безопасности. Теперь меня держали только зажатая нога и общая слабость. «А ну, подсобляй, если могешь», — скомандовал он. «Буду тянуть». Он обхватил меня под мышки своими загрубевшими сильными руками. «Давай, на раз-два». Взяли. Когда он потянул меня из кабины, боль взорвалась в груди тысячей иголок. Я закричал, и мир снова поплыл перед глазами, грозя утонуть во тьме. Но Ермолай не дал мне отключиться. Он выволок меня на снег, взвалил на себя, как мешок с картошкой, и потащил прочь от грузовика. «Ничего, ничего, сейчас дойдем», — бормотал он, тяжело дыша. «Тут недалече. Моя старуха уже поди самовар поставила». Мы шли по глубокому снегу. Вернее, шел он, а я лишь переставлял ноги, опираясь на его плечо и чувствуя себя беспомощным ребенком. Откуда только в этом сухоньком старике бралась такая силища? Мы поднимались в гору по едва заметной тропинке. Сзади остался мой разбитый КамАЗ, мой мертвый кормилец. Я не оглядывался. Впереди, сквозь пелену снегопада, я увидел еще один огонек. Тусклый желтый квадрат окна. Мы шли на него. Подойдя ближе, я разглядел приземистую бревенчатую избу, из трубы которой вился дымок. На скрип снега дверь отворилась, и на крыльцо вышла пожилая женщина в толстом шерстяном платке, накинутом на плечи. «Господи помилуй!»
«Ермолай, кого ты привел?» — ахнула она. «Да вот с дороги гостя, Дуня», — ответил старик. «Беда у человека. Машина в кювете». Женщина подбежала к нам, сплеснув руками. «Ох, батюшки! Да он же весь в крови! Заводи скорее в избу, чего на морозе стоять». Они вдвоем, подхватив меня с обеих сторон, завели меня внутрь. Первое, что я почувствовал, — это жар. Густой, обволакивающий жар от натопленной русской печи. А потом запахи. Запах сушеных трав, пучки которых висели под потолком. Запах дерева и еле уловимый, но самый желанный на свете аромат свежеиспеченного хлеба. Меня аккуратно уложили на широкую деревянную лавку у печи. Дуня, а это была она, засуетилась, запричитала, но в каждом ее движении была не паника, а деловитая забота. Ермолай снял с меня промокшую куртку. Я лежал, глядя на почерневшие от времени потолочные балки, на огонь, пляшущий в заслонке печи, на встревоженное морщинистое лицо этой незнакомой женщины и чувствовал, как силы окончательно покидают меня. Последнее, что я помню, это как она поднесла к моим губам кружку с чем-то горячим и терпким. Я сделал глоток, и теплая волна прокатилась по телу, унося с собой боль и страх. Я проваливался в сон. Глубокий, спасительный, как в детстве. Я был спасен. Я не знаю, сколько я спал. Может быть, 12 часов, а может и все 24. Это был сон без сновидений. Глубокий, как та пропасть, в которую едва не сорвался мой КамАЗ. Сон, который вытягивал из меня боль и липкий страх, заменяя их тишиной и покоем. Когда я открыл глаза, первое, что я увидел, это бревенчатый потолок, темный от времени. В избе было тихо и тепло. За маленьким, затянутым морозным узором окном было светло. Значит, наступил день. Я осторожно повернул голову. Тело все еще было одной сплошной раной, но острая боль ушла, сменившись тупой, ноющей. Я лежал на широкой лахке, укрытой тяжелым лоскутным одеялом, а рядом на табуретке сидела Дуня. Она не спала, а тихо перебирала в руках какую-то сушеную траву, и от нее исходил пряный луговой аромат. Заметив, что я проснулся, она отложила свое занятие и подошла ко мне. «Очнулся, милок? Слава Богу!» В ее голосе не было ни удивления, ни суеты, только спокойная констатация факта. «Как себя чувствуешь?» «Ломает всего», — прохрипел я. Горло пересохло. «Ничего, это пройдет. Кости целые, то хорошо. Ермолай тебя всего ощупал, он в этом понимает. А раны мы тебе травами обработали. Лежи, не вставай. Я тебе сейчас бульону принесу». Она принесла мне в глиняной миске горячий, наваристый куриный бульон. Такого вкусного я не ел никогда в жизни. Он обжигал, но одновременно будто смазывал все мои внутренности живительным теплом. Я ел медленно, слабыми руками держа ложку. Дуня сидела рядом и смотрела на меня с такой тихой материнской заботой, что мне стало неловко. Я отвык от такого. «Спасибо вам», — сказал я, когда миска опустела. «Спасли вы меня». «Не мы спасли, а Господь уберег», — просто ответила она, перекрестившись на угол избы. Я проследил за ее взглядом. В углу, на вышитом полотенце-рушнике, висела старая потемневшая икона, перед которой теплился огонек лампады. Ермолай в ту ночь проснулся ни с того ни с сего. Говорит, будто толкнул его кто. «Сердце», — говорит, — «щемит Дуня».
Пойду на дорогу, чует мое сердце. Беда там у кого-то. Я его отговаривала. Куда в такую темень? В метель. А он ни в какую. Надо, говорит. Вот и пошел. А там ты. Я слушал ее и не знал, что думать. Случайность. Простое совпадение. Или что-то еще. Так прошел первый день. Я в основном спал, а в короткие промежутки бодрствования Дуня поила меня горьковатыми травяными отварами и кормила простой, но удивительно вкусной едой, печеной в золе картошкой, квашеной капустой, ржаным хлебом. Вечером вернулся Ермолай. Он принес охапку дров, стряхнул с валенок снег и молча сел у печи. От него пахло морозом и лесом. «Ну что, шофер, оживаешь помаленьку?» — спросил он, глядя на меня своими светлыми глазами. «Вашими молитвами», — ответил я. «Спасибо тебе, Ермолай». От души. Он лишь махнул рукой. «Живой, ладно». На второй день мне стало лучше, я уже мог садиться на лавке. Выяснилось, что мы полностью отрезаны от мира. Метель завалила единственную тропу, а до ближайшей деревни, где есть телефон, 20 километров пешком по тайге. Я понял, что застрял здесь надолго. Мои родные, Валя, Кирилл, они, наверное, сходят с ума. Эта мысль резанула по сердцу больнее любой раны. Зачем я это сделал? Зачем сбежал, как трусливый мальчишка? Я сидел у окна, глядя, как снег бесконечным белым потоком сыплет с неба. И впервые за много лет по-настоящему думал о своей жизни. Не о рейсах, не о деньгах, не о ремонте машины. О себе. О том, как я жил. Всю жизнь бегом. От рейса к рейсу, от города к городу я пропустил, как рос мой сын. Я не помню, когда в последний раз просто так без повода дарил Вале цветы. Я видел их жизнь урывками. Короткие промежутки между дорогами. А теперь, когда мне вынесли приговор, я и вовсе сбежал, оставив их один на один с бедой, которую принес им я. Тихая, размеренная жизнь этих двух стариков была для меня как укор. У них не было ничего из того, что я считал важным. Ни денег, ни телевизора, ни машины. Их мир был ограничен этой маленькой избой и лесом вокруг. Но они были на своем месте. У них была какая-то глубинная, основательная правота, которой не было во мне. Вечерами Ермолай читал при свете лампы старую затрепанную Библию, а Дуня тихо молилась в своем углу. И в этой простоте была такая сила, что мне, неверующему, становилось не по себе. На третью ночь мне приснился сон. Глава 5. Сон об отце. Я стою на обочине залитой солнцем трассы. Лето, жара, стрекочут кузнечики. Я узнаю это место. Это старое придорожное кафе под Самарой, куда мы часто заезжали с отцом. Он ведь тоже всю жизнь баранку крутил на стареньком Зиле. Кафе такое же, как в моем детстве. Вывеска у Петровича. Белые пластиковые столы под навесом. И за одним из столов сидит он. Мой отец. Такой, каким я его запомнил. В выцветшей синей рубашке, с загорелыми сильными руками. Он умер 15 лет назад от инфаркта, а сейчас сидит и пьет чай из граненого стакана, щурясь на солнце. «Па?» У меня перехватывает дыхание. «Ты? Как ты здесь?» Он поднимает на меня глаза. В них нет ни удивления, ни печали. Только спокойная, знакомая усмешка. «А я тебя ждал, Толя. Присаживайся». Я сажусь напротив него. Все так реально, что я чувствую жар от раскаленного асфальта и запах полыни. Я не понимаю.
— лепечу я. «Что ж тут не понимать?» — говорит он, отхлебывая чай. «Заблудился ты, сынок. Решил, что твоя дорога кончилась. И тут меня прорывает. Я рассказываю ему все. Про кашель, про врача, про страшное слово онкология, про свой побег. Я говорю, а он слушает, молча, не перебивая, лишь иногда кивая головой. Вот и решил я уйти, пап, заканчиваю я, чтобы никому не быть обузой, чтобы не видели, как я... «Дурак ты, Толя!» — мягко перебивает он. «Эгоист. О себе только и подумал, а они Хавали, о Кирилле. Думаешь, им легче будет от того, что ты сгинул где-то в горах? Но я умираю, пап. Врачи сказали», — кричу я, и слезы, которых я не чувствовал с детства, обжигают мне щеки. Отец ставит стакан на стол и смотрит мне прямо в глаза. «Врачи не боги, Толя. Они только предполагают. А час наш знает только он». Он кивает куда-то вверх в слепящее синее небо. «И твой час еще не пробил. Ты зачем всех бросил? Возвращайся, сынок». Он кладет свою тяжелую, пропахшую бензином ладонь мне на плечо, и я чувствую ее тепло. Настоящее, живое тепло. «Твоя дорога еще не пройдена», — говорит он тихо, но твердо. «Ты нужен им. Слышишь? Возвращайся. Дорога-то никуда не денется, она и после нас останется. А вот время с родными, его не вернешь. Иди, Толя». Он убирает руку, и в этот момент я просыпаюсь. Я лежал на лавке в темной избе. В печи догорали угли. За окном выла вьюга. Я был весь в холодном поту. Сердце колотилось где-то в горле. Сон был таким явным, таким настоящим, что я все еще чувствовал на плече прикосновение отцовской руки. Рядом со мной кто-то зашевелился. Это была Дуня. Она поднялась со своего топчана и подошла ко мне, держа в руках кружку. «Что, милок, сон дурной привиделся? Кричал ты во сне, отца звал», — сказала она тихо. «И вот, выпей. Успокоит». Я взял у нее кружку с теплым молоком. Руки мои дрожали. Я посмотрел на эту простую, незнакомую мне женщину, потом на икону в углу, на которую падал отсвет тлеющих углей. И в этот момент я все понял. Я понял, зачем я здесь. Зачем меня вытащил из-под обломков этот старик? Зачем я провел 3 дня в этой избе, отрезанной от всего мира? Чтобы остановиться, чтобы услышать то, что давно пыталась докричаться до меня жизнь. И то, что сейчас сказал мне отец. «Возвращайся». Я допил молоко и впервые за много дней почувствовал не страх, не отчаяние, а твердую холодную решимость. Я буду жить. Я вернусь домой. И я буду бороться. Наутро вьюга стихла. Когда я проснулся, избу заливал яркий, почти ослепительный солнечный свет, отраженный от свежевыпавшего снега. Мир за окном был чистым, белым и безмолвным. И эта тишина была созвучна тому покою, что воцарился в моей душе. Я больше не был беглецом. Я был человеком, который хочет домой. Я поднялся с лавки. Тело еще ныло, но я уже твердо стоял на ногах. Ермолай с Дуней завтракали за столом. «Ну вот и человек на ноги встал», — добродушно пробасил Ермолай, отрезая толстый ломоть хлеба. «Садись к столу, гостем будешь». Я сел с ними. Впервые за эти дни я не просто принимал их заботу, а чувствовал себя частью их маленького мира. «Спасибо вам за все», — сказал я, и это прозвучало не формально, а так, как я чувствовал. «Если бы не вы...» «Полно», — отмахнулся старик. «Бог не без добрых людей. Ты вот что скажи, домой-то тебе надо? Родные, поди все глаза выплакали». «Надо, Ермолай, надо», — твердо ответил я. «Ну, раз надо, значит, пойду в Семеновку.
— решил он. «Снегу навалило, идти тяжко будет, но к обеду доберусь. Там сельсовет, телефон есть. Вызову тебе подмогу». Я смотрел на этого сухонького старика и понимал, что он собирается пройти 20 километров по заснеженной тайге ради меня, совершенно чужого ему человека. «Ермолай, как же я с вами расплачусь?» Он посмотрел на меня своими светлыми пронзительными глазами, и мне стало стыдно за свои слова. «Дурень ты, шофер, хоть и седой», — сказал он беззлобно. «За жизнь не платят, за нее благодарят. Живи по совести, вот и вся плата-то будет». Он собрался, надел свой тулуп, взял лыжи и ушел, растворившись в сияющей белизне. Я остался с Дуней. Мы почти не разговаривали, но молчание не было тягостным. Я пытался помочь ей по хозяйству, носил дрова, чистил картошку. Она сначала отмахивалась, а потом позволила, видя, что мне это необходимо, чувствовать себя полезным. Ближе к вечеру, когда уже начало смеркаться, но услышали далекий, но настойчивый гул мотора. Звук приближался, и вскоре из-за поворота лесной дороги вынырнул УАЗик-буханка с красным крестом на борту. Он медленно, но уверенно полз по снежной целине. «Ну вот, за тобой приехали», — сказала Дуня, и в ее голосе мне послышались нотки грусти. Из машины вылезли двое: молодой парень в форме МЧС и женщина-фельдшер в годах. Они осмотрели меня, обработали ссадины, сделали укол. Сказали, что мне несказанно повезло. Ни переломов, ни серьезных травм, только сильные ушибы и сотрясения. Пришло время прощаться. Мне было тяжело уезжать. За эти 3 дня маленькая изба в лесу стала для меня местом силы, местом, где я заново родился. Я достал из кармана все деньги, что у меня были. «Возьмите, прошу вас». Дуня всплеснула руками и даже отшатнулась. «Ох, милок, грех-то какой! Убери сейчас же! Мы же от души, а не за корысть». Она сунула мне в руки узелок из чистого полотенца. От него шел теплый духмяный пар. «Вот, пирожков в дорогу возьми, с картошкой. Ермолай любит». Я обнял ее, как обнимают родную мать. Она перекрестила меня на прощание. «С Богом, сынок, и не забывай дорогу домой». В Семеновке меня первым делом отвели в кабинет главы сельсовета, где стоял единственный на всю деревню телефон. У меня тряслись руки, когда я набирал до боли знакомый номер. Гудки казались вечностью. «Алло!» — голос Вали был уставшим, безжизненным. «Валя, это я». На том конце провода повисла оглушительная тишина, а потом крик, смесь неверия, ужаса и безграничного облегчения. «Толя! Ты живой? Господи, Толя, где ты? Черт тебя дери! Где ты был? Мы с ума сошли!» Я слышал, как она рыдает в трубку, и у самого слезы застилали глаза. «Валя, успокойся. Я в аварию попал. На Урале. Но я живой, слышишь? Я в порядке, я скоро буду. Никуда ты не поедешь». Ее голос вдруг стал твердым, как сталь. «Сиди там, где сидишь. Мы с Кириллом выезжаем за тобой прямо сейчас». Глава 7. Второй вердикт. Они приехали на следующий день. Я ждал их в маленькой гостинице в райцентре, куда меня отвезли из деревни. Когда я увидел на парковке нашу старенькую «Ладу», сердце забилось так, что отдавало в висках. Дверь машины открылась, и из нее выскочила Валя. Она постарела за эту неделю. Вокруг глаз залегли глубокие тени, в волосах прибавилось седины. Она подбежала ко мне, остановилась в метре, будто боясь поверить, что я настоящий.
а потом вцепилась в меня так, что затрещали ребра, и зарыдала, колотя меня маленькими кулачками по спине. «Идиот! Идиот! Я же убью тебя! Никогда больше! Слышишь? Никогда!» Из машины вышел Кирилл, мой сын, который в последнее время общался со мной в основном междометиями и смотрел сквозь меня. Сейчас смотрел на мое разбитое лицо, на синяки и ссадины, и глаза у него были, как у побитого щенка. «Пап!» Он подошел и неловко, но крепко обнял меня. Я думал, мы тебя потеряли. Всю долгую дорогу до Екатеринбурга я рассказывал. Я сидел на заднем сиденье, а они слушали, не перебивая. Я рассказал им все. Про диагноз, который стал для меня приговором. Про свой эгоистичный и трусливый побег, про страшную аварию на перевале. Про Ермолая с его керосиновой лампой. Про Дуню с ее травяными отварами. Про их тихую, простую веру. И про сон. Про отца, который велел мне вернуться. Когда я закончил, в машине долго стояла тишина. «Почему ты нам сразу не сказал, Толя?» — тихо спросила Валя, глядя на дорогу. «Испугался?» — честно ответил я. «Испугался быть слабым. Быть для вас обузой. Простите меня». Кирилл, сидевший за рулем, протянул руку назад и сжал мое плечо. «Мы семья, пап. Какая еще обуза? Мы бы справились. Вместе». В Екатеринбурге Валя через знакомых записала меня в лучший областной онкоцентр к известному профессору. Новая больница, сверкающая чистотой, вежливые медсестры, современное оборудование. Все это было так не похоже на мою районную поликлинику. Мне сделали компьютерную томографию, взяли какие-то анализы, провели процедуру под названием бронхоскопия, а потом сказали ждать. Эта неделя ожидания была страшнее, чем те 3 дня в разбитом КамАЗе. Но теперь я был не один. Валя и Кирилл были рядом. Мы жили в маленькой съемной квартире, и впервые за много лет мы были просто семьей. Мы разговаривали обо всем на свете. И я понимал, какое сокровище едва не потерял. Наконец настал день Икс. Мы втроем сидели в кабинете профессора. Пожилой, седовласый, с умными и немного уставшими глазами, он долго рассматривал снимки на светящемся экране, потом изучал какие-то бумаги. Я не дышал. Валя вцепилась в мою руку так, что пальцы онемели. «Ну что ж, Анатолий», — сказал он, наконец, снимая очки, — «картина у вас, конечно, интересная. Ваш коллега из Челябинска, поставивший вам предварительный диагноз, в чем-то был прав. Затемнение в легком действительно есть. И выглядит оно на простом рентгене весьма нехорошо. У меня похолодело все внутри. Но, — продолжил профессор, сделав паузу, которая показалась мне вечностью, — это не онкология. Я не сразу понял смысл сказанного. Как не онкология? У вас обширный, застарелый фиброз правого легкого. Проще говоря, это большой рубец. Последствия очень тяжелой пневмонии, которую вы, судя по всему, перенесли на ногах много лет назад. Состояние, безусловно, серьезное. Оно и дает вам кашель и одышку. Оно требует длительного и нудного лечения, но я повторю еще раз, это не рак. С этим, Анатолий, живут. Долго живут. Валя закрыла лицо руками и беззвучно затряслась в рыданиях. Кирилл выдохнул так, будто не дышал весь этот час. А я сидел и молча смотрел на профессора.
Я не чувствовал ни радости, ни облегчения. Я не чувствовал ничего, просто пустоту. Будто из меня вынули какой-то стержень, на котором держался весь мой страх. Мы вышли из онкоцентра на залитую солнцем улицу. Я остановился, поднял лицо к небу и глубоко, полной грудью вдохнул прохладный осенний воздух. И только тогда до меня дошло. Я буду жить. Мне дали второй шанс, и я его не упущу. Прошло 3 года. 3 года — это и много, и мало. Достаточно, чтобы на трассе появились новые развязки и придорожные кафе, но слишком мало, чтобы забыть ту ночь в разбитом КамАЗе на Уральском перевале. Эти 3 года стали для меня временем самой тяжелой и самой важной работы в жизни. Лечение фиброза было долгим и нудным. Таблетки, ингаляторы, дыхательная гимнастика. Врачи запретили мне курить. Бросить после 30 с лишним лет — это была, скажу я вам, битва похлеще любого рейса в гололед. Первые месяцы я лез на стену, готов был грызть руль от злости. Но я смотрел на Валю, на Кирилла, вспоминал руку отца на своем плече во сне и держался. И я смог. Дым сигарет навсегда ушел из моей жизни, и я впервые за много лет начал по-настоящему чувствовать вкус воздуха. Я вернулся на дорогу. Не сразу. Сначала были короткие рейсы по области. Валя больше не ругалась. Она просто брала с меня слово, что я буду звонить каждый вечер. И я звонил. Я рассказывал ей про дорогу, про погоду, про смешные случаи на стоянках. Мы разговаривали больше, чем за последние 10 лет. Старый кормилец так и остался гнить в Уральском овраге. Страховка покрыла часть убытков, и мы с сыном, добавив накопление, взяли другой тягач. Не новый, но крепкий МАЗ. Когда я перегонял его с базы, то по дороге заехал в мастерскую и попросил ребят вывести краской на борту одно единственное слово — благодарность. «Пап, ну это как-то не по-нашему», — смутился Кирилл, когда увидел. «Мужики на стоянках смеяться будут». «Пусть смеются, сын», — ответил я, проводя рукой по свежим буквам. «А я знаю, кому и за что благодарен». Самое большое изменение произошло с Кириллом. После моего возвращения он бросил свой институт, где учился на какого-то менеджера без особого энтузиазма, и пришел ко мне. «Па, возьми в напарники», — сказал он просто. «Не хочу я в офисе сидеть. Хочу с тобой». Валя была в ужасе. «Еще один в эту каторгу», — причитала она. Но я видел решимость в глазах сына. Он хотел быть рядом, и я его взял. Теперь мы работаем вместе. Он делает дальние рейсы, а я — те, что поближе. Иногда ездим в паре. И я смотрю, как он уверенно ведет многотонную фуру, как разговаривает по рации, как знанием дела проверяет колеса на стоянке, и мое сердце наполняется гордостью. Дорога сделала из него настоящего мужика. А главное, она сделала его моим другом. Мы говорим часами о жизни, о женщинах, о будущем. Я рассказываю ему о своем отце, его деде, которого он почти не помнил. И я знаю, что наверстываю все то, что упустил за 20 лет. Но одна мысль не давала мне покоя. Я дал себе слово, что вернусь туда, в ту затерянную в лесах избушку. Я должен был отдать свой долг.
Глава 9. Долг благодарности. Спустя 3 года мы с Кириллом взяли рейс на Екатеринбург. Я специально подгадал так, чтобы у нас было 2 свободных дня. «Собирайся, сын. Поедем в гости», — сказал я ему. Мы снова ехали по трассе М5, но теперь это была другая дорога. Яркое летнее солнце играло на асфальте, вокруг зеленели леса, жизнь кипела. Когда мы проезжали тот самый злополучный перевал, я сбавил скорость. Ограждения на повороте уже давно починили. Я перекрестился и поехал дальше. Кирилл молчал, понимая все без слов. Найти нужный съезд оказалось непросто. За 3 года все изменилось, но интуиция и память вывели нас на нужную лесную дорогу. Вот и она, избушка. Такая же приземистая, вросшая в землю. Только вокруг появился новый штакетник, а у крыльца были разбиты маленькие клумбы с цветами. Сердце колотилось, как перед экзаменом. Мы с Кириллом вышли из машины, взяв пакеты с подарками. Я вез хороший радиоприемник, теплый оренбургский платок для Дуни, продукты, сладости. Я постучал в дверь. Нам открыла она. Дуня. Она почти не изменилась, только морщинок у глаз стало больше. Она сначала непонимающе смотрела на меня, потом ее глаза расширились, и она всплеснула руками. «Толя, сынок, ты ли это?» Она бросилась ко мне на шею и обняла так крепко, как только может обнять мать. «Живой, вернулся. А я знала, что вернешься». Она провела нас в избу, засуетилась, ставя на стол угощение. Я представил ей Кирилла, она долго охала, говоря, как он похож на меня. Я смотрел по сторонам, ища глазами Ермолая. «А где хозяин? В лесу?» Дуня перестала улыбаться. Она опустила руки на клеенку стола и тихо сказала: «Приставился наш Ермолай. Год уж как». У меня все оборвалось внутри. Не успел. «Как? Что случилось?» «Сердце», — просто ответила она. Он давно на него жаловался, да все махал рукой. Говорил, пока ходится, надо ходить. В тот день пошел в лес за грибами. Вечером я пошла его искать. А он лежит под старой сосной, будто присел отдохнуть. И заснул. Тихо ушел мой старичок. Отмучился. Я опустил голову, слезы подступили к горлу. Я столько раз мысленно репетировал эту встречу, столько слов благодарности хотел сказать этому старику. И опоздал. «Он часто тебя вспоминал», — продолжила Дуня, заметив мое состояние. «Всегда говорил: вот как там наш шофер? Дай Бог ему здоровья. Он ведь, когда тебя тогда спас, будто сам крылья за спиной почувствовал. Говорил, что не зря жизнь прожил, раз смог человека от смерти уберечь. Так что он знал, Толя, знал, что ты благодарен». Позже она отвела нас на небольшой сельский погост за деревней. На простом деревянном кресте была скромная табличка: «Ермолай». Я долго стоял у его могилы. Я не молился, я просто говорил с ним. Благодарил. Не только за спасенное тело, но и за спасенную душу. Перед отъездом я оставил Дуне все подарки и конверт с деньгами. Она долго отнекивалась, но Кирилл ее уговорил. «Бабуль, это не плата», — сказал он. «Это чтобы вы знали, что мы помним и никогда не забудем».
Мы уезжали, а она долго стояла у ворот и махала нам вслед. И я знал, что обязательно вернусь сюда снова. Глава 10. Эпилог. История на обочине. Прошло еще 2 года. 5 лет с той зимы, что разделила мою жизнь на 2 части. Вечер. Я сижу в придорожном кафе где-то под Казанью. Пью крепкий чай и смотрю в окно на свой МАЗ с надписью «Благодарность». Я жду Кирилла. Он должен подъехать с минуты на минуту со встречного рейса. За соседним столиком компания молодых водителей. Горячие, шумные. Они с азартом спорят, кто быстрее долетит до Москвы. Один хвастается, что пойдет без сна, на одних энергетиках. Другой смеется, что тормоза придумали трусы. Я слушаю их и вижу в них себя. Себя 20-летней, 30-летней давности. Такого же самоуверенного, глупого, бессмертного. Я допиваю чай, встаю и подхожу к их столику. «Разрешите, мужики?» — спрашиваю я. Они удивленно смотрят на меня, седого, немолодого уже дальнобойщика. «Присаживайтесь, отец», — говорит самый бойкий из них. «Хотите, мужики, байку одну расскажу?» Начинаю я. Про то, как один такой же, как вы, гонщик, решил, что он умнее дороги и самой судьбы. И я рассказал им свою историю. Всю. От начала до конца. Про диагноз, про побег, про аварию, про старика с керосиновой лампой и про сон об отце. Они слушали, и их шумный гомон стих. Они смотрели на меня серьезными взрослыми глазами. Когда я закончил, тот парень, что собирался ехать без сна, тихо сказал: «У меня дочке 2 года. Я ее почти не вижу. Все в рейсах, все денег побольше заработать пытаюсь». Я положил ему руку на плечо. «Деньги, сынок, дело наживное. А вот как дочка твоя сделала первый шаг, как сказала первое слово, этого уже не вернешь. Дорога, она никуда не денется. Она и после нас с тобой останется. А вот семья — это самое главное. Это тот самый конечный пункт, куда мы все должны возвращаться. Всегда». И я вышел из кафе. На улице уже стемнело. Подъехал тягач Кирилла. Он посигналил мне. Я подошел к своему МАЗу и провел ладонью по холодным буквам на борту. Благодарность. Я жив. У меня есть любимая жена. У меня есть сын, который стал моим лучшим другом. Я все еще хожу по этой земле, по этой бесконечной дороге. И теперь я точно знаю, неважно, сколько километров у тебя за спиной. Важно лишь то, есть ли у тебя дом, где тебя ждут. А все остальное — просто пыль дорог.